Assalomu alaykum, hurmatli Moskvadan mekendeshlar, amansizlar. Sizlar men qayerdan Moskva tuğandar. Juma muborak. Tuğandar uchurda biz Borborduk mechitde turamiz, Moskva shahrida. Burus hozir ushul yerga bizden islom batırimizni olib keladi. Islom jigitimizni Rossiyaning muftiyi Ravil G'aynuddin o'zi qutlaqlaydi. O'shol sebepten bugun mechitde qirg'izlar o'ta ko'p bo'ladi buyursa. Qo'ldop videoni oyog'ina chayin ko'rib, sizlar da yaxshi so'zlaringizni kommentariyaga yozib ketingizlar. Birden like bosib, bölüşüp qo'yingizlar. Qirg'izning yaxshiliklarini boshqalar men bölüşelim. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Keldingizlarmi? Подарит коробочка, внутри коробочки будет еще коробочка, внутри коробочки. И потом ты попадешь и обрадуешься. Алхамдулилля, что я нашел такой красивый подарок, мне подарили, и будешь благодарен. Он щедрый, горит. Ты подарил нам подарки, вот для этого кадр такой подарок. И, как правило, хороший подарок бывает скрытый. И вот тебе сразу вот так на стол не ставят, какую-то коробочку ставят, украшают. Вот это не, вот это кадр и часы тоже такого спрятано. Точно дату мы его не знаем. Но Расул Аллах сказал, ищите ее, усердствуйте. Rossiyaning bardıq kanallari var mına tuğandar. Sumeyning bardıq kanallari kelgan. Qirg'izning jigitlari mana qalpoq kiyib turishadi. Oldingi xatarlardan mana. Qirg'iz. Naslashya qirg'iz. Присутствие духовного лидера мусульман России, муфти шейха Равила Гайнуддина, состоится церемония награждения медали мусульман России за заслуги нашего дорогого юного брата, который сделал героический подвиг. Мы все видели то, что неделю назад у нас прошла трагедия, был совершен террористический акт, и молодой наш Ислам Халилов сделал подвиг, вывел более 100 человек из здания, где террористы пытались убивать невинных людей. И сегодня в этом зале, иншаллах, пройдет церемония награждения. Сегодня также в нашем зале присутствуют уважаемые наши олимпийские чемпионы, которые также показывают и заслуживают тоже высоких оценок всего нашего сообщества. Среди них сегодня с нами Гацалов Хажимурат Султанович, Егоров Муса Иванович, Батагазиев Альберт Аргуматович, Огуев Заур Иванович, Гайдаров Гайдар Зайрудинович. Это известные наши борцы, спортсмены, которые также сегодня в этот пятничный день приехали вместе с нами наградить нашего дорогого брата Руслана. Сейчас я передаю слово муфти шейху Равилу Гайнуддину.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان، والحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، والحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Дорогие мои братья и сестры, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего Аллаха и Его благословение. Сегодня священная джумма нашего благословенного месяца Рамадан. Этот день для мусульман является благословенным и праздничным. Но вечером прошлой пятницы, прошлого джума, мы все вечером были потрясены теми новостями, сообщениями с Крокус-Сити Холла. И мы увидели вместе с вами страшнейшие кадры расстрела безоружных, мирных граждан, среди которых были и те, которые соблюдали уразу, пост, сделали разговение и зашли в зал. И эти наши мусульмане, они тоже погибли. И эти наши мусульмане, они тоже, как и другие народы, представители других религий, получили ранения и попали в больницы. Мы испытали чудовищное горе, чудовищную трагедию. Это был страшнейший террористический акт ублюдков. Разве можно за 250 тысяч рублей, за такое вознаграждение и обещано ли еще 250 тысяч рублей, в итоге за 500 000 рублей убивать, расстреливать, резать горло 40 безоружных людей? Разве верующий может сделать такое? Эти люди, напичкав себя наркотиками в этот благословенный месяц Рамадан, пошли, не осознавая, что они совершают, убивать и убивать. Кого угодно, кто бы ни попал, убивать их, проливать их кровь. Дорогие мои братья и сестры, и когда расстреливают людей, каждый пытается спасать свою жизнь. Убегать, спрятаться.
Но мало тех людей, которые, не спасая свою жизнь, пытаются спасать жизнь других. И вот одним из таких смелых, самоотверженных людей оказался и наш молодой мусульманин, наш молодой брат Ислам Халилов, который стоит перед вами сегодня. Я возношу свои молитвы со словами Аллаху Акбар. Аллах велик, что создал таких людей, которые идут на самопожертвование, а не на само спасение. И Он смог это сделать. Он, работая для того, чтобы помочь своей семье, а здесь есть его отец, его младший брат, он средний в их семье, и его дед, они сегодня пришли к нам. И мы говорим им слова благодарности за воспитание в их семье такого смелого, молодого нашего героя. Вы знаете, я только что молодому нашему брату Исламу сказал, 19 марта 2008 года родился мой внук. Его зовут Абдуль-Карим. Ему посчастливилось родиться в тот год, в день рождения нашего пророка Мухаммада Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. И его отец Тахир, позвонив мне и моей супруге, жене, говорит: в день Маулида родился ваш внук, поздравляю вас. Вот моему старшему внуку исполнилось 16 лет, а вот моему молодому брату Исламу исполнилось 15 лет. И вот как моему внуку, молодым ребятам, подросткам, поступок Ислама является примером. Я горжусь тем, что у нас в России растут именно такие молодые ребята, которые будут показывать своим примером пример для других. Сау бол, саламат бол, имин бол. Аллах рахмат айласын өзіңе. Аллах рахмат қылған изги ғамалыңа сауап білән әжірін насip қылсын. Иншалла бүләкнің, хәдиенің ең ұлғысын Аллах Табарака ва Тағала үз хузурында, жәннәтінде насip ейлесін. Амин. Дорогие мои братья, тот, кто не может быть благодарен человеку, не может быть благодарен своему Создателю, Творцу Аллаху. Мы должны быть благодарны тем, кто готов отдать свою жизнь ради спасения других. И вот я перед вами хочу вручить высокую нашу награду, медаль мусульман Российской Федерации за заслуги исламу, нашему брату.
за проявленные качества исламской нравственности, храбрость, самоотверженность, человеколюбие и ответственность во время спасения людей от бесчестия террористов в киноконцертном зале Крокус Сити Холл 22 марта 2024 года в Москве наградить медалью мусульман России за заслуги Халилова Ислама Бахтиевича. Аллаху акбар. Официальный туроператор по хаджи Умры Муслим Тур Духовного управления мусульман Российской Федерации вручает также семье подарочный сертификат на поездку в Умру, иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам. Альхамдулиллах, я нахожусь среди уммы Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Альхамдулиллах, все по воле Аллаха, мы все собрались. Хотел бы сказать несколько слов по поводу трагедии в Крокус Сити Холл. Не только я являюсь героем, кто находился на смене, другие тоже ребята-герои, все помогали как могли. Ну и, конечно, хотел бы обратить внимание и дать благодарство другим ребятам, кыргызам, которые тоже помогали всем как могли. Помним скорбю погибших и будем молиться поскорее, чтобы выздоровели те, кто находится в больнице. Отдельное благодарство хотел бы выделить, сказать огромное спасибо нашему муфти Равилю Байнутдинову. Огромное спасибо за то, что он меня вознаградил медалью благодарства. Дорогие мои братья и сестры, мы сегодня смогли наградить нашего брата Ислама Халилова, но награда еще ждет Артема Донского, молодого парня, который также проявил героизм и спасал жизни людей. Он сегодня не смог прийти, но награда ему также будет вручена, иншаллах. И это награда от имени мусульман за смелость, за человечность, за его заслуги перед нашим обществом, перед нашим народом, перед нашей страной. Сейчас ислам сказал, кыргызы, они наши граждане. Ислам гражданин Российской Федерации, как и его родственники, родители. И таких, которые спасали людей, было много, поэтому мы сегодня возносим молитвы Всевышнему Аллаху вознаградить их всех. А также среди погибших есть и мусульмане, и не мусульмане, представители разных религий. Те, которые находятся в больницах, есть представители разных народов и религий. Мы молим Всевышнего Аллаха, чтобы такая
больше не было таких трагедий, таких кровопролитий. И дай Аллах мира всему нашему народу, всему нашему Отечеству, стране и всему миру, всем странам. Аминь, я Раббаль Алямин. Аминь. Аминь. Благодарим вас, дорогие братья, за поддержку. Мына туғандар, бөтен жерде аман болыңыздар. Дайыма жақсылығыңызды көрсетіп жүре беріңіздер. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңизди мөөнөтүп өтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 0060 +7 965 402 93 Мухиддин.